Глубокая обрезка деревьев каждую весну неизбежно вызывает недовольство горожан. За последние несколько лет администрация города Сухум подвергалась критике за глубокую обрезку камфорных лавров и олеандров в центральной части города. В этом году на улице Воронова проводят глубокую обрезку платанов, и мнения снова разделились. Кто-то считает, что это правильно, так как ветки падают, повреждая дома, машины и электрические провода. Кто-то выступает против, потому что деревья дают тень, защищают от пыли и обогащают воздух кислородом. Результат такого столкновения мнений можно увидеть на улице Воронова прямо сейчас. По всей улице проведена глубокая обрезка, а жители этих домов выступили категорически против и не разрешили проводить обрезку у платанов, которые растут у их дворов. Сами участницы протеста от комментариев отказались, но другие жители улицы Воронова поделились мнением. Деревья надо сохранить было. Их надо было лечить, а не резать. Резать – это очень простой выход из этого. И потом опять ничего не получается, и они болеют дальше. А сейчас улица голая как будто. И в советское время понимали, что данные платаны, они необходимы были в городской черте, что они очищают наш воздух. Тем более сегодня очень много транспорта в городской черте появилось. Эти платаны фактически очистители воздуха, кислорода нашего. И уже с корня бы вырезали бы эти деревья. Фактически, честно говоря, обидно. Во-первых, они тень здесь образовывали. Понятно, что им лень эти листья подбирать, подметать. И они обосновывают тем, что канализационные люки засоряют и так далее. Но и раньше тоже засоряли, как-то умудрялись все эти проблемы решать. Я помню время, когда эти платаны вырастали громадных размеров, когда обрезка не проводилась. Это реально мешало, при любом ветре могли повредить крышу дома. Опасность тогда существовала. И то же самое касается всяких электросетей наших. То есть любая ветка, которая упадет, потом влияла на электричество во всем нашем районе. Мне сложно судить со стороны эстетики, я к этому нормально отношусь. Надо просто спросить специалистов, насколько это необходимо. А в плане, как простой гражданин, я в этом не вижу ничего плохого. Один из аргументов в пользу глубокой обрезки – у платанов мощный ствол и широкая крона, но очень слабая корневая система. При шквальном ветре старые платаны часто падают и ввиду большого размера наносят немалый ущерб. Завтра, не дай бог, будет стихия, как это было в 2023 году, очень много деревьев попадало. И 38 машин в 2023 году пострадало через кабинет министров, на дома попадали, большой ущерб они наносят, и опасность для наших жителей, для горожан, на машину может упасть. Чтобы все это избежать, мы сегодня делаем плановую обрезку после разрешения экологов. Без экологов мы, конечно, ни одну ветку не режем. Я очень попрошу у наших горожан, не стоит за это переживать. Я персонально за каждое дерево отвечаю, что дерево будет дальше расти, не высохнет ничего. А если завтра кого-нибудь убьет, это будет трагедия для нас, и для вас, и для города. Так что просим не мешать обрезке. Мы плановые работы доведем до конца, и все будет хорошо, и все зарастется, обрастется. Через месяц, полтора-два все очень красиво будет выглядеть. Свое заключение и разрешение на проведение обрезки администрации города дает Государственный комитет по экологии и охране окружающей среды. Его председатель Савелий Читанава уверен, глубокая обрезка не просто не опасна, она необходима. Во-первых, по правилам ведения городского хозяйства, раз в 10-15 лет надо омолаживать все крупномерные деревья. Если речь идет конкретно о улице Воронова и Платан, аллее Платанов, то последний раз, если я не ошибаюсь, 10 лет назад производили глубокую обрезку. При цветении, особенно при плодоношении, а плодоношение наступает осенью, но вот сейчас весной у них эти соплоди начинают распадаться, и оно начинает пылить. Вот эта пыль, оно вызывает аллергическую реакцию, с одной стороны. А с другой стороны, как и все листопадные деревья, как вы понимаете, они несут с собой достаточно, особенно в осеннюю пору,
достаточно большой объем листопада, листьев, который заполняет улицы, дополнительно надо привлекать силы для уборки и так далее. Прямо противоположного мнения придерживается директор Института ботаники, заслуженный деятель науки Абхазии Эдуард Губас. Он убежден, что глубокая обрезка – это крайняя мера, допустимая только в отношении очень старых умирающих деревьев. Я согласен с мнением местных жителей. Значит, глубокую обрезку надо делать дерево, которое, значит, очень старое, и глубокой обрезкой омолаживает. А молодые растения категорически трогать нельзя. Я очень хочу выразить недовольство. Мы в своем ботаническом саду никогда не допускаем. Мы глубокие обрезки никогда не делаем. Мы только высохшие деревья. То есть мы содержим, как природа создала это растение. Значит, дереву надо обрезать только сухие, и он должен иметь свой естественный вид, свой естественный габитус. С одной стороны, платаны на улице Воронова молодыми не назовешь, им по меньшей мере 50 лет. С другой стороны, средняя продолжительность жизни платана 800-1000 лет. По этим меркам деревья с улицы Воронова еще молодые, да и совсем сухих и умирающих среди них немного. Если ориентироваться на опыт прогрессивных стран, то там глубокую обрезку не проводят, убирают сухие ветки и создают крону той формы, которая подходит конкретной местности. Но есть нюанс. Такую обрезку нужно проводить каждый год, а это значительно дороже, чем один раз в 10 лет. Надежда Боровикова, Валерий Квиквискири, Абаза ТВ.